Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами оговорювати і піднімати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. І вже готовий вітати гостя цієї години у нашій студії. Це Натан Хазін, екс-радник начальника Генштабу ЗСУ. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Одразу хочу почати з оперативної новини. 3 українських військових загинули, ще 3 поранені у зоні АТО за минулу добу. На прямому зв'язку зі студією маємо речника штабу АТО Василя Лабая. У нього і дізнаємось деталі. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас, студія. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Пане Василю, будь ласка, оперативну інформацію, останні новини з зони АТО від вас. Дякую за те, що запросили мене вийти на зв'язок. Хочу наголосити на тому, що дотримання режиму припинення вогню і сьогодні з вини російського окупаційного групування немає. Противник продовжує зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати позиції Збройних сил України. На даний час зафіксовано 3 обстріли наших оборонних укріплень, зокрема в районі Новолуганського. Противник застосовував гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також у районі Світлодарської дуги біля селища Луганське було випущено 7 мін калібру 120 мм. Також міномети 120-го і 82-го калібру були застосовані на Приазов'ї по наших позиціях поблизу Широкіного. За попередньою інформацією, втрат за сьогоднішній день серед наших військовослужбовців немає. Така ситуація на даний час. Пане Василю, дякую дуже за те, що оперативно вийшли з нами на зв'язок. Будемо ще до вас звертатися, аби дізнаватись останні новини з зони АТО. Василь Лабай, речник штабу АТО, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Питання до вас наступного характеру. З чим пов'язані продовження обстрілів і взагалі така ситуація, яка не припиняється попри те, що режим припинення вогню має бути? Я думаю, что нужно понимать, что мы ведем диалог с террористическими организациями, с которыми договоренности не стоят тех бумаг, на которых они написаны, поэтому удивляться нарушению их договоренностей абсолютно не стоит. Они не достигли своих целей, поэтому будут продолжать эскалацию насилия. При этом, в силу того, что это не единый орган, с которого можно о чем-то спросить, это различные формирования, управляемые представителями регулярных войск Российской Федерации, то они пытаются расшатывать ситуацию всяким образом, и никто не хочет ни прекращения эскалации действий и ни остановки войны как таковой. Поэтому это будет продолжаться. І навіть попри як же оці заклики про режим припинення вогню, дотримання тиші, відведення важкого озброєння? Еще раз, то, что требует российская сторона в лице своих вассалов, которые представлены на Донбассе и в Луганской области, это, по сути, игра в одни ворота, при котором мы представляем собой армию, да, которая имеет единое управление подчинения, которая обязана выполнять приказы, а с той стороны ватажки и террористические организации, которые абсолютно не централизованы и ни о каком соблюдении каких-либо договоренностей быть не может. Это не единая система, там будет делаться все, что им приходит на ум. І ще, завершуючи знову ж таки, відходячи від ситуації оперативної, яку нам повідомив Василь Лабай, знову ж таки, ми кожного дня отримуємо таку інформацію з передової. На вашу думку, що може вплинути на те, аби врешті-решт деескалації конфлікту вже досягти хоча б мінімального? Все то время, что Российская Федерация будет поддерживать эти террористические организации и финансово, и военной помощью непосредственно, и гуманитарной помощью, которая направляется, под эгидой гуманитарной помощи направляется в регион, эта эскалация будет продолжаться. Более того, это тактика. Это тактика расшатывания
нервной системы людей, которые противостоят этой агрессии. И то, что не удалось моментальными, молниеносными там, действиями и блицкригом, сейчас будут пытаться посредством поддержания вот этой террористической деятельности, постоянной эскалации, расшатывания, прощупывания наших слабых мест и так далее, в том числе там, снайперским огнем, в том числе там, единичными обстрелами, не применяя там, тяжелую технику, но при всем при этом факт остается фактом, что каждые практически сутки гибнут или ранены наши военнослужащие. И это как бы действует на нервы, расхолаживает, и ближайшая там, реакция на это, то, что будет открыт встречный огонь, на что они, в принципе, рассчитывают для того, чтобы доказать нашу несостоятельность в переговорном процесі, в частності. Я ще хотів додати до новини. Пан Василь нам розповів про ситуацію теперішню в зоні АТО на сьогоднішню добу, а от за минулу добу хотів просто додати, що також, окрім 3 українських військових загинули, ще 3 поранені у зоні АТО, це за минулу добу. І ще також 1 військовий отримав бойове травмування, 2 українських бійців загинули внаслідок підриву неподалік Пісків, і 1 під час обстрілу опорного пункту на підступах до Новолуганського. І 3 військових зазнали поранень неподалік Новолуганського і Верхньоторецького. Бойові травми зазнав оборонець на позиції шахта Бутівка. Наразі всі поранені доправлені до лікарень. Це я додав до інформації стосовно минулої доби. І ще хотів би також сказати от стосовно летального озброєння від США. Те, що вже дуже багато говорили про надання цієї летальної зброї, але от вчора з'явилася інформація про те, днями з'явилося, що Джевелін, ось, до речі, які ми зараз бачимо на плазмі, на картинці, їх вже не будуть поставляти. Натомість замість них будуть поставляти ТОУ, теж такі протиракетні, протитанкові системи. Воно відрізняється лише тим, що, одне з те, що у Джевеліна більша мобільність, наскільки мені відомо. А чому саме отак змінилася думка і вже заговорили про ось ці ТОУ? Тому що, наскільки мені відомо, знову ж таки, ТОУ роздають усім. Тобто це доволі така вже розповсюджений гранатомет. Я думаю, что по сути нет особой разницы между тем, какой вид вооружения нам предоставляется. И тот, и другой противотанковый вид ракет, по сути, не является там решением конфликта как таковым. Он не улучшает или ухудшает ситуацию никоим образом. Это символическая помощь Украине, участие со стороны Соединенных Штатов Америки как нашего союзника. То, что вы сказали, что это раздается всем, я думаю, что все-таки это преувеличение небольшое, да, сказать, что никто никому ничего не раздает. Это вариант той помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказывает своим союзникам под различным вариациями в целом в мире. И то, что Украина продолжает быть интересна с точки зрения военного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, это прежде всего акт доброй воли, не более чем. Стратегического значения в этом всем, оно преувеличено, как самого оружия и там, его реальное использование там, в тех условиях ведения боевых действий, с которыми мы сталкиваемся. У нас нет танковых прорывов сейчас, да, поэтому противотанковые ракеты, по сути, не решают какого-либо цену. Просто сам факт того, что Соединенные Штаты Америки обращают на нас внимание и предоставляют нам военную помощь, является залогом того, что будет выстроено определенного рода взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Но мне кажется, что ситуация с Джавелином, она перегрета. Да, в большей степени можно обратить внимание, что джавелины предоставлялись только 2 странам, союзникам Соединенных Штатов Америки. И поэтому ожидать, что вот мы бы станем 3-й страной, для этого нужно повысить статус страны-союзника и сотрудничество до такого уровня, що нам предоставляють все, що ми просимо. Примерно. Просто чому я так кажу? Тому що серед військових експертів така от лунають думки, що Джевелін, він більш мобільний у порівнянні з ТОУ. 2,5 кілометри. І більш зручний для наших реалій, от які відбуваються на Сході.
Чи спростувати можете? Я думаю, еще раз, он носит более характер более технологического оружия, которое не применялось до сегодняшнего момента. Мы все-таки воевали, все эти 3,5 года мы воевали советским кондовым оружием. Да, и то, что мы остановили агрессию, то, что нам удалось выровнять линию против противника, который действует такими нестандартными методами. А последние 60 лет в Европе подобного рода событий практически не происходило. Это неконвенциональный, так сказать, вид ведения боевых действий с очень лимитированными видами вооружений. В частности, отсутствие авиации и так далее и тому подобное. Поэтому любого рода более техническое оружие 21 века имеет более небольшой перевес. Но по суті, з моєї точки зрения, це перегрета ситуація. Ну, тобто, от вже підсумовуючи цю тему стосовно ТОУ і Джевелін, надання такої от летальної зброї від США зараз у наших реаліях сьогодні це позитивний крок. Все ж таки. Это позитивный, исключительно политический акт содействия нашей борьбе. Не более чем. Дякую за відповідь. До ще однієї теми перейдемо оперативної. Нові зенітно-ракетні комплекси С-400, розміщені Росією в окупованому Севастополі, заступлять на чергування завтра. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела у Міністерстві Міноборони Федерації. При цьому джерело зазначило, що С-400 буде контролювати повітряний простір над Чонгаром та Армянськом. Зауважимо, що це два контрольно-пропускні пункти, розташовані на адмінмежі з материковою Україною. Також новий ракетний комплекс покликаний вчасно виявити за необхідності і знищити повітряні об'єкти, які становлять загрозу для Криму з боку України, пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела. Хочу нагадати, що 7 січня американська авіація провела масштабну розвідувальну операцію поблизу анексованого Росією Криму, а також вздовж лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, один із безпілотників подолав маршрут від західної точки Криму до Керченської протоки, пише західна преса. Ось ці зенітно-ракетні комплекси С-400, за повідомленнями російських ЗМІ, це для того, аби протидіяти, щоб небезпеці, яка може начебто загрожувати Криму. Як ви розцінюєте такі кроки з боку Російської Федерації? Это продолжение агрессии, и это весьма существенный элемент контроля за воздушным пространством не только Крыма, но и сопредельной украинской территории с радиусом достаточно высоким. Я рассчитываю, я рассматриваю это как элемент агрессии, элемент присутствия подобного модифицированного вида вооружений говорит о влиянии России на регион в целом. То есть, если мы можем сравнить подобного рода прецеденты на Ближнем Востоке, к примеру, то наличие С-400 в Сирии было причиной для беспокойства войск коалиции в Сирии и возле нее. Мгновенной реакции ВВС Израиля, в частности. И так далее. Это фактор влияния в регионе. Речь идет о достаточно большом радиусе воздействия этих систем. Повернемося до цієї теми. Долучаємо до нашої розмови телефоном Ігора Романенко. Це генерал-лейтенант запасу. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вас також вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пане Ігоре, хотілося почути і вашу оцінку, і думку стосовно того, що Росія на тимчасово окупованому півострові Крим розташувала С-400. Як ви розцінюєте цей посил, цю реакцію Російської Федерації? І чим вона загрожуватиме подалі? Я бачу в цьому продовження практичної реалізації стратегічного рішення Путіна, про яке він неодноразово говорив, про те, що Крим в уяві керівника Росії є фортецею, Крим є непотопляємим авіаносцем. І на протязі 4 років
після анексії, фактично, це відбувається. Тобто росіяни по всім трьом складовим напрямкам: сухопутні війська, повітряні сили і військово-морський флот нарощують озброєння, техніку військову на півострові з сучасними зразками, в тому числі і з протиповітряної оборони. Перший дивізіон вони розташували в минулому році, і зараз, значить, поставили другий дивізіон. Тобто там є угрупування військ, які організаційно забезпечено на всіх напрямках: сухопутні компоненти, повітряний і морський. Це робиться в першу чергу для того, щоб загрожувати південним кордонам держав НАТО, а також і мати загрозу України з південного флангу. Пане Ігоре, а яка зараз має бути реакція від ЄС, зокрема від України? Правильна реакція і як далі? Так чи інакше є порушенням з боку росіян цими діями і в Україні, і в Калінінградській області, і в Криму, деяких міжнародних угод і по обмеженню флангових угрупувань в свій час підписані росіянами, і обмеження ракет середньої і малої дальності, то ми бачимо намагання керівництва Збройних сил Російської Федерації на чолі начальником Генерального штабу і командуючим США в Європі провести зустріч для того, щоб розглянути ці питання. Крім того, американці заявили, що вони розглядають і проводять роботу відносно удосконалення своїх ядерних боєголовок малої потужності. Це, можливо, відповідь на те, що росіяни мають боєголовки на свої «Іскандери», те, що заявлено, що на нових танках Амрата буде також фактично розроблений ядерний снаряд і так далі. Тобто для росіян зрозуміло, що ескалація на фоні невисоких цін на нафту – це шлях, як і з Радянським Союзом, до можливого розвалу. Вони пам'ятають цей досвід і шукають шляхи для маневру. Пане Ігоре, ще уточнююче питання. Чи можемо ми зараз спостерігати або очікувати якихось провокацій з боку Російської Федерації щодо встановлення ось цих С-400? Провокації є принципово анексія Криму і нарощування, яке відбувається постійно, бойового потенціалу групування військ в Криму, якщо мається. Тобто само те, що в всіх компонентах вони поставили тут нові підводні лодки, нові літаки, вертольоти, комплекси ракетні, берег корабль, бастіон і так далі. Тобто в усьому спектрі озброєнь іде нарощування сучасним озброєнням, які виробляються в Росії. І все це відбувається поступово, але неуклонно, як кажуть, і це є, по великому рахунку, постійна така провокація. Скільки реально зараз змусити Росію прибрати з окупованого півострова таку техніку? Принципове вирішення питання по поверненню до України, тобто це такий тиск на рівні Сполучених Штатів Америки на Росію і світової співдружності. Тобто це санкції, їх посилення і відповідна роль України з підтримування і нарощування зусиль в цьому напрямку. Дякуємо, пане Ігоре, за те, що долучилися оперативно до нашого ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, був на прямому телефонному зв'язку. Повертаємось до студії. Нагадаю, гость цієї години – це Натан Хазін, екс-радник начальника Генштабу ЗСУ. Пане Натане, почули ми Ігоря Романенко, і він зауважив на тому, щоб змусити прибрати Росію ось цю військову техніку, треба продовжувати і посилювати санкції. Але
ось ці санкції, які діють зараз, виходячи з того, що техніка встановлюється, стоїть, то вони не впливають? Чи як можна тоді розцінити взагалі ефективність ось цих санкцій? Я думаю, что ситуация с санкциями, она неоднозначна. Дело в том, что санкции, те, которые были применены по отношению к России, они носили исключительно экономический характер в очень узкой сфере там, газа и нефтедобычи, а также относительно там, отдельных персонажей российского политикума, которые там, принимали участие в аннексии там, Крыма или в эскалации на Донбассе там, и так далее. Это не было столь массовым явлением, это был как бы, ну, элемент пластической хирургии, я назвал бы. Это не тяжелая артиллерия, которая имеется в запасе, остается в запасе как у Соединенных Штатов Америки, так и в целом у международного сообщества. И насколько я понимаю, сказать, испытывались нормативы этих акций, то есть, насколько они влияют на российскую экономику, насколько они влияют на отношение России к проблемам Донбасса и оккупации Крыма. Вот. По-прежнему в арсенале и у Соединенных Штатов Америки, и у мирового сообщества продолжают иметься более тяжелые виды санкций, которые, видимо, судя по тому, что уже и сам Запад как бы неоднократно об этом говорит, что эффективность тех средств, которые были в виде санкций относительно Российской Федерации, малоэффективны. То есть аннексия продолжается нарастание эскалации, судя по размещению тех же там, С-400 и всех действий, которые потом Россия как на мировой арене, так и непосредственно там, в геополитике в Восточной Европе последовательно продолжает соблюдать. Плюс влияние на и взаимоотношения с Северной Кореей и так далее. Все это говорит о том, что подходит время, когда должны быть применены более тяжелые санкции. И мне кажется, что этот арсенал существует, его никто не отменял, он может быть весьма эффективным, он может быть там, в течение 24 часов после того, что там, банковская система России будет отключена от общего ЦМ, очень сильно поменяется риторика России и будет вынуждена реагировать на требования мирового сообщества, но по ряду причинам этого как бы это сейчас не делается. Это оставляется на потом. Мы, конечно, наиболее чувствительно к этому относимся. И для нас любого рода действия, связанные с эскалацией, они наиболее там, вопиющие и болезненные из-за радиосодействия, из-за близости войск противника и так далее. Нашим союзникам это не так ощутимо, и они к этой проблеме относятся, мне кажется, не столь пристально, как этого бы хотелось. И в большей степени вся эскалация, которая происходит сейчас и происходила все это время, она попытка напомнить о себе и значение Украины в поствоенном пространстве, мне кажется. И поэтому очень большая ответственность лежит на политиках нашей страны, на нашей внешней дипломатии, которая позволит напоминать о ситуации в Украине в постоянном режиме и действовать последовательно и планомерно для того, чтобы на страну-агресора оказалось максимальне давлення. Теж хотів поточнити. 7 січня американська авіація провела масштабну операцію поблизу анексованого Криму. 10 січня за 3 дні ми бачимо встановлення ось цих Действия и противодействия. Це відповідь на цю операцію США? Дело в том, что как бы, разведывательные полеты американских беспилотников осуществлялись на протяжении последних 4 лет. И это не просто как бы тот шаг, который сделан Россией в отношении размещения столь серьезных комплексов, это уже более веское действие, чем просто разведывательный полет. Ну, это неадекватный шаг. Поэтому мне кажется, что и я думаю, что в Вашингтоне понимают это все больше и больше. Да, во всяком случае, как бы есть на это большая надежда, что с Россией просто так договориться вот без
прямого вмешательства, без более серьезных санкций, без большего давления, просто дипломатическими действиями обычными не получится. Так це виходить зараз, що в ситуації щодо Криму і ось цих розгортань С-400 це йде гра м'язами? Да, без сомнения. Все, что мы видели все это время, как отметил господин генерал, это последовательная политика России, которая хочет узнать, прощупать, до какой степени им позволят играть мышцами. А наскільки ймовірне ускладнення ситуації в даному випадку, маючи таку інформацію? Понимаете, это субфактор, который может влиять на прямое сухопутное или морское вторжение в Украину. Просто наличие комплексов С-400 в регионе говорит о том, что они в состоянии дестабилизировать атаку на их объекты авиации Украины или авиации союзников и так далее. Ну, достаточно. Теперь это может быть как поддержка сухопутной операции и продолжение интервенции, а может быть просто выяснение для себя возможности авиации союзников или авиации Украины. Добре, а от знову ж таки посилення санкцій, продовження їх і так далі. Але коли ми можемо побачити результат, що все ж таки Росія вже от зараз ми спостерігаємо, що вона коренями все глибше і глибше в анексований півострів впивається. Коли ми зможемо побачити вже врешті-решт результат якийсь ось цих от санкцій, тиску і так далі? Що ще для цього треба зробити? Чого не вистачає, ваша думка? С моей точки зрения, нет последовательной действия и давления, оказываемого на Россию. Идет шаг вперед, два назад зачастую, да, там, например, рассмотрение санкций на полугодичный период, да, то есть, ну, это достаточно, как бы, то есть, ты знаешь, что через полгода мы посмотрим, как вы себя ведете, а через полгода мы сможем отменить все те тяжести, которые возникают у вас, или проблемы с вашей экономикой, или с вашими импортом определенного рода товаров и так далее. Это все-таки полумера, с моей точки зрения. И только последовательное движение, целенаправленное на то, чтобы Россия прекратила аннексию, чтобы Россия прекратила агрессию в целом, чтобы Россия перестала пересматривать карту Европы послевоенную, и это только в правительстве Путина позволили себе впервые за 60 лет пересмотреть карту Европы. То, что мы видим как аннексия Крыма, это пересмотр договоренностей, которые были еще в 40-х годах, да, так сказать, после окончания войны и так далее. Россия себе это позволила. И более того, она позволяет себе различного рода действия и игру мускулами не только в Украине. Мы видим количество перехватов российских истребителей и бомбардировщиков над Европой. Речь уже идет о нескольких десятках на протяжении календарного года. Это достаточно, ну, как бы, это элементы игры мышцами, которые позволяет себе Россия. И она хочет выяснить для себя, насколько им позволит это сделать. То, что это можно остановить, в этом нет сомнения. То, что это может быть одновременно и повсеместно, в этом тоже нет сомнения. Просто это достаточно крайняя мера, на которые ни НАТО, ни Европейский Союз, ни в целом мировое сообщество сейчас, может быть, по какой-то причине не готовы. В большей степени все то время, что можно не пользоваться вот таким инструментарием, политики пытаются как бы им не воспользоваться. То, что есть такая техническая возможность, в этом нет сомнений. То, что Крым может быть освобожден, да, посредством деэскалации, вывода войск Российской Федерации с Крыма и приданию его там нового статуса, пересмотра там, и так далее. Это, то, что это может произойти за неделю, я в этом не сомневаюсь.
І продовжуючи тему НАТО, зачитаю ще одну новину. От НАТО планує розширити командний пункт військово-морських сил у Великій Британії в зв'язку з істотним зростанням активності підводних човнів Росії в британських водах. Про це повідомляє The Times. Альянс має намір збільшити персонал об'єднаного командування ВМС НАТО на військовій базі в районі Нортвуд. Зараз там працюють близько 300 осіб. НАТО планує прийняти ще 100-200 співробітників. Очікується також, що США відновлять роботу Атлантичного командування на своїй території. Ця структура була розпущена після закінчення Холодної війни. Остаточні рішення повинні були прийняті на саміті НАТО в Брюсселі в липні. Пропозиція про розширення бази в Британії пов'язана з великою активністю російських підводних човнів в останні роки, включаючи 6 субмарин класу «Кіло», які регулярно плавають в Чорному і Середземному морях. Про що ось це може свідчити? Така інформація, загострення цієї ситуації, знову ж таки, відновлення, зокрема, Альянсу. Нужно понимать, что Атлантичного командования, перепрошую. Атлантическое командование или в целом статус Альянса НАТО до эскалации Крыма, до эскалации войны на Донбассе, до активной фазы, в которой Россия развернулась после 2014 года, возродила и союз, Атлантический союз как таковой. Потому что до всех этих событий все медленно шло. Необходимость содержания подобного военного блока у стран, участниц, возникали сомнения по поводу этой необходимости. Это достаточно большая дорогостоящая машина. Участие в ней там более чем 29 стран на тот момент, неравнозначных, неравносильных, да, было более там, как в замысле отдельных миротворческих функций, которые возникали с какой-то периодичностью в Азии и в Африке. До событий 2013 года все это сходило на нет. И желание, и участие, и финансирование стран Альянса шло на нет. Только с появлением реальной агрессии и реального проявления недоброжелательности со стороны России угроза Европе стала более ощутимой. С моей точки зрения, если так уже объективно говорить, то развертывание там группировки подводных лодок Российской Федерации возле стран Северной Европы — это не что иное, как проявление там, возможности агрессии как таковой относительно слабых стран региона и там, экономических интересов России в целом на севере Европы. То, что Россия пытается показать свое присутствие и показать свою силу, это устрашающий элемент для таких стран, как страны Балтии, с небольшим населением, с небольшими военными возможностями, с перенесением, скажем так, или ожиданием взаимопомощи в стран Альянса, которые придут на помощь им. Да? Но нужно понимать, что и территориально, и по соотношению сил Россия может устроить аннексию стран Балтии за 24 часа. А який відсоток от таких дій, загострення? Слушайте, зараз... что в голове у людей, которые в 21 столетии решили перекроить карту Европы? А мы это уже на себя ощутили. Что у них еще в голове, нам об этом можно только догадываться. Но то, что слабых обижают, это данность. То, что если возле ваших берегов появляются иностранные военные корабли или подводные лодки, то, что ваша экономическая и территориальная независимость под угрозой, я думаю, что нет ни у кого сомнения. То, что это проявляется многочисленно, то, что это не единственное, там, не единый акт нарушения там, пространства стран Балтии, будь то воздушного или морского, говорит о системности прощупывания, о варианте косвенного
косвенные угрозы, которые, понимаете, как бы, ну, применение непосредственной силы, это уже последний акт в элементе влияния. Ну, просто нахождение эсминца, там, группы подводных лодок и так далее, это элемент влияния на местность. То есть представьте себе, у вас есть там торговые пути сообщения между вашим портом и миром, и они находятся в зоне работы или действий чужого флота. Это значит, что эти суда могут быть остановлены, перенаправлены, ресурсы, на которые вы рассчитываете, не поступят к вам в страну и так далее. Это может быть касаться как роли России с точки зрения там, газа, поставки газа или нефти в Европу. Да. Когда Америка уже открытым образом доставляет газ в Европу, да, и вот появляется группа подводных лодок, которая говорит, вы знаете, вам здесь плавать не совсем можно. Это вид влияния. А от Открыта будет ли агрессия или закрыта, или просто вот сам факт присутствия их. Это вопрос тактики. Цікаво почути ще вашу думку стосовно Керченського моста, який зараз дуже активно будується. Наскільки це стратегічно важливий об'єкт для Російської Федерації? Я думаю, что он тоже эта ситуация переоценена также. То есть сухопутное сообщение с Россией и возможность доставки грузов всепогодной, конечно же, влияет на геополитическую обстановку на полуострове, но в силу того, что это была стройка века, и она, ну, по всем критериям абсолютно является весьма спорным сооружением, и ни один, скажем так, из крупных ученых не мог подтвердить возможность устойчивости подобного рода сооружения, то это больше психологический момент. И в большей степени видно, какое количество средств направлено на строительство этого любым путем. И я надеюсь, что география Крымского полуострова и перешейка докажет ошибочность всех планов и финансирования этого элемента Российской Федерации и, скажем так, и его непосредственное значение моста будет нивелировано природными условиями. Но, к сожалению, мы знаем также о том, что это несет колоссальный урон Чорноморсько-Азовському регіону в цілому. Добре, а коли окупант полишить Крим, що тоді з цим мостом буде? Як взагалі вся інфраструктура, яка зараз розбудовується, дороги, траси, зокрема Керченський міст, як тоді розгортатимуться події навколо цього? Що з ним буде? Я думаю, что есть несколько решений этого. Это очень зависит от той России, с которой мы столкнемся на момент деоккупации. Оптимистический прогноз заключается в том, что нужно все-таки быть реалистами в этой ситуации. Наш северный сосед, который сегодня является оккупантом, мы все-таки в глубине души надеемся на то, что рано или поздно эта проблематика, она с уходом там, партии Путина и его личного влияния на это все-таки нейтрализуется. Да? И знаете, как бы это палка о двух концах. Слабая Россия с непрогнозируемой или распавшейся на вассальные княжества, да, представляет собой гораздо большую угрозу для Украины, чем сильный антиукраинский настрой сегодняшнего российского государства. Множество городов, государств или республик, которые будут обладать тем военным потенциалом, который останется после разрушения Российской империи в их руках, представляет не меньшая опасность для Украины, чем организованный и враждебный северный сосед. Поэтому нужно рассчитывать нужно надеяться на лучшее, но при этом рассчитывать на различного рода варианты. По сути, при любой возможности нужно будет, конечно, как бы это строение уничтожить, но при этом как бы понимать, что то, что уже было произведено с экологией региона, катастрофично, и главное
не навредить. Вернув Крым, нам нужно прежде всего задуматься о том, чтобы оставить Крым тем заповедником, которым он был, и той здравницей, которая, дай Бог, ще буде. Дякую вам дуже за відповіді. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Натан Хазін, екс-радник начальника Генштабу Збройних сил України, був гостем цієї години в нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години буде народний депутат України, позафракційний Віктор Чумак. З ним також піднімемо актуальні теми, які стосуються України. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман з Шевкетом Намтулаєвим кримсько-татарською мовою. Залишайтесь з нами, буде цікаво.